Мы находимся на рынке Дордой Моторс, оптовый рынок продуктов. Мы сейчас сюда заехали, мы покупаем рыбу, едем на прекрасную локацию, поедем на водопадик, пожарим рыбку, возьмем друга, посидим и такой некий вайб поймаем. Пошли рыбу брать. Чтобы рыбу не мариновать, мы берем чеснок сухой и вот маринад для рыбы. Они все разные. Чон, без мангалского спать. Мандайлардан. Мандайлардан 3 теңге. Sen ne блогерсіңдер? Решетка, доска, ножик, тарелочки. Все, мы пока готовимся, сейчас дождик сюда придет. А когда мы там будем, уже будет все так. А меня сегодня ждут очередные вкусняхи от Мирлана. Чем здорово делать такой с ним вместе кулинарный контент, то что не только поработать, но и сытно, вкусно всегда покушать. О, видите, у меня это... 33 сома за килограмм. Через месяц эти арбузы будут стоить примерно по 7-5 сомов за килограмм, когда чучки долины арбуз созреют. Сейчас эти арбузы с юга пришли. İki maçta da getir hatta var. Yaxşı barıp kelgile. Sen de keçiş köşe. В Кыргызстане самая большая сеть гипермаркетов и супермаркетов «Глобус» есть. Тут в «Глобусе» есть все продукты, выбор очень большой, хороший, поэтому кто приедет в Кыргызстан, настоятельно советую, рекомендую «Глобус». А мы сейчас фруктиков наберем и все, погнали. С окном открываешься? Ну, удобно вообще. Очень Ну. удобная тема. Раз, Я уже тоже оценить успел. так, ну, продуктики так Все положил. положим. Сейчас дрон, так вещи надо. Ассаламу алейкум. Всем хуёво. Здорово. Я тебя настроил Опять в Кыргызстан на Бондарова. Да? Ты уже. Это мой одноклассник, он живет в Екатеринбурге постоянно и тоже приехал по Кыргызстану попутешествовать. Сейчас с детьми, с семьей выкатываемся к водопаду. Вчера копался на карте, нашел в 60 километрах от города водопад. Сегодня поехали туда и решили заснять для вас рецепт с рыбой. Потому что, как сторис я сделал, многие просили, давай делаем рецепт с рыбкой. Все. Вы сказали, мы делаем. Поехали. Слушай, Что это было? гром. Да? Приехали.
От стоянки тропа примерно 2 километра расстояние. Холодно на улице стало. Дождь хоть и кончился, слава богу, но Милан ничего не взял с собой, никакой одежды. Я хорошо в машину кинул куртку. Надо вот так вот вдоль реки. Красота. В шлепках, правда, не очень удобно, но терпимо. Чистый горный прохладный воздух. Панорама такая. Просто балдеж. Собачка, да? стырил. А, малыш, ты чего? Мы тебя не сможем взять с собой. Ах ты, утючушка. На верхнюю тропу ушел. Тут, конечно, после дождика вот такой слякотик имеется. Надо было идти по нижнему, а там она гравийная. И так не мокрая. Вот так. Запахи просто сумасшедшие. Я не знаю, чем пахнет. Вот барбарис точно. Вот это дерево барбарис. Еще какие-то травы, какие-то цветочки. После дождя она раскрыла все. Просто сумасшедшее буйство ароматов. Мозг просто с ума сходит. И глаза тоже. Водопад еще осталось 800 метров. Еще у нас набор высоты будет около 50 метров. Так что идем дальше. Да, дорога оказалась после дождя не из легких. Это беговая дорожка природная. Да. Так. А в шлепках вообще невозможно. Зато можно по грязи ходить спокойно. Весело. Где-то 2 километра с набором высоты около 200 метров идем. Приличненькая нагрузка. Нормально держим. Ну что, тренировочки в зале не зря были. Все, уже выхожу на тропу. Тут вот так сухенько. Дальше идем. У меня одноклассник Ильяс своих детей взял. У него 3 пацанов. Вот они, бравые ребята. Султан, Рамзанчик, Умар вот. Все, идем мы. Султан, себе привет передай. Привет, привет. Привет тебе передай. Снимайте контент, а щучка. А как? Руку сломал. Рамзанчик. Молодец, вот бандит, да, настоящий? Султан, как тебе идется? Ну вообще, Нормально? Налегке? налегке. Чувствуешь как-то неловко, недомогание, скользко? Не, вообще, ну немного скользко и все. Да? Терпимо, да? Нетерпимо, вообще легко. Молодец. Бывший кадет, спортсмен, велосипедист, да? Да, велосипедист. А, велосипедист. Да. Здоровый. Как вода. Короче, мы дошли до сюда, 1700 метров. Бриз от воды уже чувствуется здесь. Вот он. Наш водопадик. Заветная цель. Мы дошли. Прям вода в лицо бьет, нихера себе. Вот она. Вот она. Ничего себе. Вот красота. Вообще. Вокруг вот такая красота. Че, Султан? Да. Добрались? Че, как ощущение, скажи. Марчик, селфи делаешь? Для кого селфи делаешь? Для подружки? Для друга? А подруга есть? Подруга? Да. Ей тоже будешь делать? Нет? Ладно.
Я на фоне сказала, не видел. Ой! Что ты пел там? У камина в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. Ты что поешь? Все, даже не знаю. Оп, дай. Все, мы спустились наконец-то. Пока мы минут 40 там в водопаде были, дорожка немножко подсохла, и обратно идти нам значительно легче стало. По общим шагам у нас получается 4 километра почти туда-обратно. Не 4, вот 3 800, наверное. И сами видели, да, какая красота. Шикарная просто красота. Дети молодцы. Умарчик, что, как у тебя? Все хорошо? Ага. Не заболел? Нет. Ноги не болят? Нет. Молодец. Все. Мы идем. Сейчас внизу нам местечко надо найти. Все, мы расположимся и покушаем там. Вот теперь понимаете, для чего нам Toyota 4Runner. Чтобы добраться чуть дальше, чем все остальные. Сейчас нормальная красивая лужаечка, красивым видом. Будем готовить вкуснейшую еду. И мы уже серьезно проголодались, пока ходили до водопада. Какой-то одноразовый мангал, но нам выбирать не из чего. Иди, маме помогай. Я пошел по камням помыть. У нас рыбка готова, мы его обработали, будем жарить на мангале. Сейчас посыпем сверху с перцем, сухим чесноком, и все на огне, мы его быстренько поджарим. Приправливаем чесночком сухим, приправу для рыбы, любую, потому что тут есть все от души прямо так. И она прилипнет, что прилипнет, тот прилипнет. Рыбка жирная, сейчас на мангале будет очень хорошо жариться, она будет сочная, мощная. Прям огонь должен быть сильным. И вот со стороны кожицы тоже не жалеем. А так приправливаем. Клубнику надо помыть, сполоснуть хорошо. Вкусный арбуз в горах. Вот это нечто. Никогда не парьтесь в горы брать тарелки. Вот так режется арбуз. Кубиками, кубиками. Что за сладость, а? Погнали к столу. Опа. У нас угли очень сильные, немножко подостудим. И начинаем со стороны кожи жарить.
Чуть в мангал не помещается наша рыбка. Готовится как надо. Мы чуть-чуть подубрали первую горечь угля. Вот сейчас нормально. Сейчас она обратно сейчас раскочегаривается. У нас хвостовая часть осталась. С одной стороны хвост по кости, и поэтому одна сторона немножко толстая. Вот уже отслаивается, это значит она готовится. И вот чуть со стороны головы еще чуть-чуть надо поджарить, чтобы она готова была и сочность не потеряла. Вот видите, отслаивается от кожи, значит готова рыбка. Прям варится. Что, дети, голодные, да, все? Наша рыбка готова, с пылу жару. О! В полевых условиях. Ай, елки, смотри. От кожи слезла. Сама. Мощно так. Так, тарелку дай-ка сюда. Тоже прилипла немножко. Ох ты. Что, налетаем? Я потом Мариным друзьям буду говорить, что Марк смотрит детский. Кушайте. Я уже тебе показываю. Со второй рыбкой точно так же поступаем. Пакетик неси. Где это там соль?